Итак, и снова здравствуйте, дорогие мои, уважаемые зрители нашего канала и нашей передачи. Сегодняшний выпуск наш будет немного необычный, немного нестандартный, в отличие от всех остальных. Я буду раздавать не какие-то советы по обустройству вашей жизни. Я буду немного глобальнее сегодня мыслить. Я буду раздавать небольшие советы о больших проблемах. А конкретнее, как держать свой город в чистоте. Что я могу сказать? Чистый город – это очень главное. Это очень важно. Вот. И об этом надо задумываться. И об этом надо думать. А в чистом городе чистые помыслы. И люди чистые. И деяния чистые. В общем, рассуждать можно много. Что мы и будем сегодня делать. И вот элементарный пример. Обвертка. Просто, ну вот какой негодяй, какой... это мое. Это совпадение. Только и всего. В общем, иногда люди ошибаются. Так вот, давайте поможем им не ошибаться. Надо выкинуть это. Хороший человек, наверное, был, но просто, все тоже ошибаются. Люди хорошие, разные, тоже иногда ошибаются. Вот чтобы не ошибались. Вот это, на самом деле, если серьезно, вот это мелочь. С этого все начинается. Надо выбросить в урну. Элементарные правила, элементарные какие-то моменты жизненные. Да, к сожалению, не везде и не повсюду есть урны. Да, к сожалению, не на каждом шагу. Но немного терпения, чуть-чуть ты в руках пронесешь вот это. Донесешь до урны. Неужели плохо будет, если ты выкинешь это в урну и будешь держать свой город в чистоте, нежели будешь это кидать на асфальт? Пойдем выкинем. Сейчас я буду совершать, наверное, самые тяжелые действия для людей. Вот представьте, вот обвертка, мусор. Тяжело. Она грузом лежит в моей руке. Мне надо пройти невероятные несколько шагов, сумасшедшие просто, тяжелейшие. И совершить неимоверные телодвижения путем направления мысли в свои руки. И выкинуть эту обвертку в мусор. Как тяжело, да? Надеюсь, вам не так тяжело это бывает сделать. Я, конечно, все понимаю. Я понимаю, что нет и у нас везде мусорных урн. Нет у нас везде мусорных баков. Но, дорогие мои уважаемые жители города и всему тому подобные люди, даже если у вас мусор в форме детского самолетика, сам он не долетит до урны. Не оставляйте это все. Увидели, поднимите, даже если это не вы. Знаете как, если бы наша страна была, скажем так, брала пример с западных стран, хороший пример, не те плохие примеры, о которых многие говорят, а хороший пример, одни из них – это штраф за мусор. К примеру, в Германии за то, что вы выкинули обвертку от жвачки, не имеет значения, там фантик или что-то такое, штраф около 40 евро. В Швеции, дай мне бог памяти, около 100 долларов. Но самое большее, что меня поразило, есть такая страна Сингапур, в которой штраф за случайно оброненную жвачку просто от 300 до 1000 долларов. Задумайтесь над этим на секундочку. У нас бы вся страна в должниках ходила. Просто за штраф и за мусор. Чистота – залог здоровья, как говорилось в одном очень известном и очень хорошем мультике. Вот еще о чем бы хотел поговорить. О семечках. А что, у вас в Москве семечки не щелкают? Ни для кого не секрет, что в нашей стране это очень популярный продукт. Вплоть до того, что это делают рекламным продуктом. Обширные большие продажи. У нас магазины, доход в основном благодаря семечкам. Но
Многие даже не знают, как их грызть. Ну, как грызть, все понятно. Грызем. Но многие делают не как я. А как я делаю? Я не кидаю на землю. Пакетик, ребята, который мы потом с собой заберем. Умничка моя. И не надо перед собой разводить голубятню. Как будто вы кормите стаю голубей и кидаете им зерна. Но так зерна вы им не кидаете, они их не склюют. И это хоть и продукт, скажем так, растительного происхождения, который растворится, но в процессе вашего, скажем так, употребления этих семечек перед вами будет просто мусорная куча. А это некрасиво. Начинают плевать по сторонам, как автоматной очередью. Кстати, о плевках. Вот еще то, что раздражает, не мог просто обойти это стороной. Идет парень, вроде солидный, симпатичный, с красивой девушкой под ручку. И начинает плевать по сторонам. Фу! Как быдло. А вроде одет культурно, в костюм, в пиджак. Некрасиво. Покупайте лекарства от обильного слюновыделения. Переезжайте в Китай. Там плеваться это норма. А мы живем все-таки в более или менее, но культурном обществе, в котором это неприемлемо. Да и вот это тоже не особо приемлемо на улице. Это так, на крайний случай. Поэтому нам это на улице не нужно. А что касаемо девушек, которые ходят с этими парнями. Еще такой момент. Он и шуточку пошутил, бородатую или свежую, не имеет значения. Она смеется, как гиены из мультика «Король Лев». Девочки, не будьте вульгарными. А потом они садятся в машину, он открывает свои тонированные окна на низко посаженной приори. Открывает багажник, в котором вот такой вот сабвуфер стоит, за который стоит больше, чем его машина. И начинается. Бу-бу-бу, ты, детка, знаешь, бу-бу. А что делать окружающим? Я не люблю такую музыку. Да я вообще не люблю громкую музыку. Да и это не культурно. Нахрена, ребята? Это мой последний выпуск. Это то, чем я хочу резюмировать все вышесказанное. За это время я дал немало, надеюсь, полезных для вас советов. Я показал немало полезных вещей и сказал немало, надеюсь, умных слов. Но за этим всем я бы хотел сказать следующее. Ребята, делать жизнь вокруг себя прекрасней, это не значит, что делать комфортно только себе. Делать жизнь вокруг себя прекраснее, это когда действительно вокруг вас все прекрасно. Это когда вокруг вас чистые тротуары. Это когда вокруг вас стоят аккуратные, красивые, культурные люди. Когда вы сами подаете пример культуры, нравственности и норм поведения. А это значит что? Парни не плюются, девочки не смеются вульгарно, не слушают громкую музыку в машинах, не уподобаются стереотипным каким-то образом. И тогда все будет прекрасно, и тогда все будет красиво, и тогда все будет очень и очень ясно, как этот день. Всем пока, до новых встреч. Это были бородатые советы.